Уфимская волна накрыла Башкортостан. В республике состоялся 10-й юбилейный музыкальный конкурс, организатором которого выступила радиостанция «Спутник ФМ». За победу боролись 19 сольных исполнителей и групп. Обсудим подробно сейчас само состязание и подведем итоги вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами редактор радиостанции «Спутник ФМ» Роза Таубатова. Роза Рашитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот так радостно вас объявляю, потому что за вас очень рада, что юбилейный 10-й конкурс уже состоялся. Наверняка у вас есть некоторое чувство усталости, да? Но вот что сейчас вы видите, как все прошло и какие самые главные итоги? Действительно, вся команда, которая работала над этим проектом, это и радио «Спутник ФМ» коллектив, и, конечно же, коллектив башкирского спутникового телевидения, который также делали телевизионную версию этого проекта. Крайне устали, потому что последние 3 дня мы не спали. И на самом деле каждый год это великое событие для нас. Это сложный очень проект, очень трудоемкий, потому что он начинается в феврале месяце. И все 9 месяцев мы фактически ищем и находим вот те самые таланты, которые есть в нашей республике. Их действительно много. И мы из года в год, это уже 10-й был юбилейный сезон, действительно находим и удивляемся, потому что это какой-то вот бесконечный клондайк, такой источник золотых таких самородков, талантов, которые всегда нас радуют своими и вокальными данными, голосами, яркими выступлениями. С февраля месяца мы принимаем заявки, все это длится до августа месяца, затем мы отбираем участников. И вот в этом году, в 10-м юбилейном сезоне, приняли участие 300 человек, они заявились, и только 89 человек из 300 были отобраны для участия в самом конкурсе. И 19 из них действительно, как вы правильно сказали, дошли до финала. Это и вокалисты, сольники, это и коллективы, это и группы, в том числе и роковые группы, это и дуэты, то есть вот совершенно разножанровые исполнители были представлены в этом году в конкурсе. Финал состоялся буквально вчера. Я надеюсь, те, кто видел это, уже могли представление получить об этом проекте. Ну, а для тех, кто не видел, мы можем рассказать, что вел этот концерт, гала-концерт финальный, наряду с профессиональными нашими ведущими Сергеем Филатовым и Юлией Санбердиной, еще и народные ведущие, потому что в этом сезоне мы решили вот такой вот устроить отбор народного ведущего для гала-концерта. Опять же, это было конкурсное состязание, которое длилось 2 месяца, и на него заявились 60 участников, и из этих 60 участников мы отобрали всего одного единственного. Им стал Никита Снежный, победитель этого конкурса, и он как раз вместе с нами вчера весь вечер работал в конгресс-холле Таратау и работал в Мегзоне, как раз общаясь с конкурсантами после их выступления. Интересная история получилась, и я думаю, что у Никиты есть шансы стать действительно профессиональным, может быть, даже телеведущим. Так что, Катя, он составит конкуренцию вам. Может. У нас очень дружный коллектив. Я думаю, что если захочет Никита, то может попробовать и получит поддержку наших коллег. Действительно, у нас очень хороший коллектив во всем холдинге. Одна из особенностей Уфимской волны в этом году, что он состоялся, вот этот конкурс, при поддержке фонда президентских грантов. Какой эффект это оказало? Действительно, мы подавались на конкурс президентских грантов и выиграли этот конкурс и получили грант на поддержку как раз, в номинации, вернее, на поддержку молодых талантов. Поэтому львиная часть денег, которые предоставил фонд президентских грантов, как раз пошла на премии денежные для самих конкурсантов, для победителей этого конкурса. Они были учреждены, и вчера, вот когда на финале мы объявляли, мы как раз и говорили, что тот, кто победил у нас в номинации Гран-при, получил 200 000 рублей. Тот, кто победил в номинации Народный выбор, он получил
100 тысяч рублей. А те 8 тематических номинаций, которые есть в нашем конкурсе, вот победители в этих номинациях, они получили по 50 тысяч рублей. Кроме того, у нас еще были специальные номинации, которая была учреждена в честь 20-летия нашей радиостанции «Спутник ФМ». Она так и называлась «Выбор спутника». И мы выбрали в этой номинации песню Виктории Смирновой, которую мы посчитали, мы обязательно возьмем в ротацию в эфир нашей радиостанции. И на самом деле для любого автора и для любого исполнителя ротация на радио – это, наверное, даже больше, чем деньги. Это же так замечательно давать шанс. Да, это шанс, это действительно шанс. Возможно, эта песня завоюет сердца не только нашего коллектива, который слушал эту песню, да, но она, получив ротацию, завоюет любовь еще и радиослушателей. Роза Рашидовна, 10 лет проводится музыкальный конкурс «Уфимская волна». Вот самый большой и главный итог за это время, да, все-таки такой срез очень большой по времени. Дал ли это толчок для развития культуры в нашей республике музыкальной? Возможно, это открыло новые имена. Что вы можете отметить на этот счет? Вы знаете, за 10 лет через этот конкурс прошло более 8 тысяч человек. То есть более 8 тысяч мы специально посчитали, заявлялись на этот конкурс. Конечно, не все из них дошли до финала, не все стали победителями. Но, тем не менее, вот за эти 10 сезонов это порядка 100 человек, которые участвовали в финале. И ежегодно это 10-11 номинаций, но сами посчитайте, это сколько человек становились победителями. А для любого начинающего исполнителя, потому что чаще всего на конкурс приходят именно начинающие, тем более, что у нас ведь есть детские номинации, у нас дети с 9 лет начинают участвовать в этом конкурсе. Поэтому это еще не окрыленные, неопытные, вот такие начинающие певцы. И когда они участвуют в таком большом конкурсе, они, во-первых, получают бесценный опыт. Они получают такую закалку, которая позволяет им идти дальше. Ну а победители это, конечно же, окрыляет, безусловно. И именно из нашего конкурса, допустим, вышли такие вот звездочки, уже даже не республиканского масштаба, а в рамках всей страны, как Назгуль Атозова и Яна Габасова. Назгуль Атозова пришла к нам, 12-летняя девчонка, принимала участие в нашем конкурсе. И в первый же год она получила награду в своей номинации, выиграла. Затем через год она еще раз зашла на наш конкурс. И тогда она уже завоевала 2 сразу статуэтки. Почему? Потому что она еще выиграла, кроме своей номинации, народный выбор. Она получила многие тысячи голосов зрителей. Да? И после этого она участвовала в шоу «Голос» и прошла отборочные туры, принимала, дошла до полуфинального этапа. Ну, а Яна Габасова, вы знаете, она же победила в шоу «Голос», была названа лучшим голосом страны, при том, что, опять же, она же к нам пришла на конкурс «Уфимская волна» в 14-летнем возрасте, девчоночкой. То есть вот этот конкурс, он действительно позволяет осмелеть вот тем самым юным талантом, молодым талантом, может быть, и не очень молодым по возрасту, но молодым с точки зрения своего вот такого профессионального вокального опыта. Роза Рашидовна, вчера коллеги наши работали также на Уфимской волне. Эмиль Бусареев, корреспондент службы новостей. И он пообщался даже с маленькой юной участницей, которая рассказала, что ей рекомендовала ее учительница по вокалу участвовать в этом конкурсе, которая также участвовала в Уфимской волне несколько лет назад. Вот такая преемственность, о чем она говорит? Ну, наверное, говорит о доверии прежде всего, потому что если учитель сам принимал в этом участие, он понимает, что конкурс, во-первых, открытый, конкурс честный и конкурс, который позволяет не убить в себе вот это вот желание петь, а наоборот. Даже если ты проиграл, он позволяет и вдохновляет людей продолжать творить. Потому что они ведь конкурируют между собой, и они тоже сами видят. О, да, в этом году я, может быть, спел не очень. О, да, я не справился с волнением. И вот этот вот конкурент, он спел лучше меня. И, наверное, вот нужно чему поучиться? А вот этому и вот этому. То есть это школа, это опыт, и это здорово.
Если мы говорим о том, что «Уфимская волна» – это большой шанс для того, чтобы состояться в карьере музыканта, если мы говорим о том, что они понимают, что нужно быть смелым, и не только выходя на сцену, вот именно конкретно в этом конкурсе, но и в принципе в жизни, да, а что еще вы можете посоветовать тем, кто планирует, возможно, в будущем участвовать, о чем говорит опыт, да, кто пробивался дальше и не останавливался после того, как он выходил из «Уфимской волны», что нужно делать дальше, какие дальнейшие шаги? Вы знаете, я приведу вот на примере даже участника вот этого года. В нашем конкурсе в этом году в детской номинации, в самой маленькой номинации, это дети от 9 до 13 лет, победила Ангелина Плеханова. Это девочка из Магнитогорска, маленькая девочка. И когда вот я разговаривала с ее мамой, когда мы с самой Ангелиной общались, они честно признаются, они дома бывают очень редко. Потому что все время года они практически проводят в конкурсных состязаниях. Они с одного конкурса едут на другой, на третий, на четвертый, потому что на самом деле по стране, но мы же не единственные, кто организует подобные конкурсы. Их много. И вот из конкурса в конкурс Ангелина набирает такой вот неоценимый опыт, которого нет у многих других. Поэтому они и проигрывают, потому что конкурс – это же закалка, прежде всего эмоциональная, психологическая закалка. Человек, когда он с кем-то соревнуется, конкурирует, он должен действительно иметь крепкую нервную систему. И, выходя на сцену, не бояться сцены, не бояться аудитории, не бояться миллионов телезрителей, которые на его выступление в этот момент смотрят. Поэтому берите пример вот с таких вот. Не сидите дома, ездите по конкурсам, заявляйтесь, участвуйте. Это тот опыт, который у вас никто не отнимет. И я желаю вот этого самого успеха всем конкурсантам, как нынешнего года, так и будущим конкурсантам. Они молодцы, те, кто участвовал в этом году в нашем конкурсе. Они очень прекрасно спели, справились. Здорово, что они принимают участие в таких конкурсах. Спасибо большое, Роза Рашитовна. Это была гость программы «Интервью», главный редактор радиостанции «Спутник ФМ» Роза Тухбатова. И мы говорили о музыкальном конкурсе юбилейном в этом году «Уфимская волна». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.